Будет ли выражен вотум недоверия мэру столицы? Депутаты БГК собрались на внеочередную сессию. Максимально использовать статус ВСП+, поручил премьер. Остерегайтесь подделок. Билеты на 3-й Всемирные игры кочевников продаются строго персонально. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакуббеков. Здравствуйте. Депутаты Бишкекского горкенеша собрались сегодня на внеочередную сессию. Напомним, спикер горкенеша Алмаз Кененбаев сообщил, что главными вопросами заседания будут сложившаяся ситуация в жизнеобеспечении города и арест первого вице-мэра Рената Макенова. Депутаты намерены выразить вотум недоверия мэру Албеку Ибраимову. Сам мэр сейчас находится в отпуске. На внеочередную сессию зарегистрировались 38 депутатов из 45. Кворум есть. Депутаты готовятся к голосованию. В пассажирских автобусах в Бишкеке стартовал пилотный проект внедрения системы автоматического голосового оповещения, информирует мэрия. Сообщение об остановках будет звучать на 2 языках – кыргызском и русском. Голосовое оповещение осуществляется через устройство, установленное внутри транспортного средства. Система работает в автоматическом режиме, без участия водителя, а информация об остановочных пунктах и маршруте следования поступает в каждое устройство через мобильную сеть. Сегодня такой системой оснащены автобусы, курсирующие по маршруту номер 42. По итогам апробации пилотного проекта ею оснастят все городские автобусы и троллейбусы. Ташкентский городской совет народных депутатов принял решение переименовать улицу Бодамзор-Юле в Юнусабадском районе в честь кыргызского писателя Чонгыза Айтматова, сообщили узбекские СМИ. Сегодня, когда в истории узбекско-кыргызских отношений начался новый этап двусторонних отношений, художественное наследие Чонгыза Айтматова приобретает для наших народов еще более важное значение, отмечается в постановлении главы государства. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меры по празднованию в Узбекистане 90-летия со дня рождения писателя. Продукция Кыргызстана пользуется большим спросом не только в ближнем зарубежье, но и далеко за его пределами. Имея статус ВСП+, мы не используем его на должном уровне, сказал на совещании по вопросам экспорта премьер Мухаммедкалый Абулгазиев. Необходимо проработать детальный план мероприятий в рамках статуса всеобщей системы преференций. Особый спрос в Европе на наши сельхозтовары, текстильные и войлочные изделия. Это все экспортируется в страны ЕС, но используется лишь малая часть всего преимущества обладателя статуса ВСП+. А ведь он открывает возможности для беспрепятственного экспорта отечественной продукции на рынке европейских стран. Статус ВСП+, предоставляет беспошлинный доступ для более 6 тысяч товарных позиций. ВСП плюс деген статус алган маселе бул абдан биздин экономикада өндүрүлгөн товарларды. Преференции получают не все страны, и мы должны воспользоваться такой возможностью. Рынок Европы – это более 700 миллионов человек. Открывается такой огромный потенциал. Это большой плюс для развития нашей экономики. Согласно статистике, в 2016 году общий объем экспорта в страны ЕС составил 72 миллиона и 300 тысяч долларов. Как сообщает Минэкономики, основными проблемами для отечественных экспортеров является наличие технических барьеров получения подтверждающих документов, сложности с поиском партнеров в европейских странах и подтверждением соответствия отечественного товара требованиям по качеству ЕС, а также высокий транспортный расходы, связанные с географическим расположением нашей страны. Глава правительства отметил особую важность проведения широкой разъяснительной работы среди предпринимателей страны, а также оказания им максимального содействия в использовании преференций в рамках статуса ВСП+. Бирок азыр карап турсак, 2 жыл кетип баратат. Кандай жетишкендиктер болду? Что огорчает, мы не пользуемся этими преференциями. По сравнению с другими странами, у которых также есть статус ВСП+, у нас самые низкие показатели. У нас самые экологически чистые продукты, но мы почему-то очень мало экспортируем на рынке Европы. Максимум 9-10% сельхозпродукции. Мы должны эту цифру увеличить. Каждый орган, который так или иначе задействован в этом процессе, должен отчитаться, что он сделал, а что не смог и по каким причинам, чтобы мы знали, где у нас есть отставание.
Кыргызстан должен продвигать те товары, которые будут отличаться на европейском рынке среди остальных и будут интересны потенциальным покупателям, сказал Абылгазиев. Он поручил соответствующим госорганам в двухнедельный срок разработать проект детального плана мероприятий, направленного на увеличение экспорта в страны ЕС. Ведь статус ВСП+ способствует повышению инвестиционной привлекательности страны за счет расширения преференциальных рынков сбыта и повышению имиджа страны. Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный, Первый канал. Группа тайских мальчишек, спасенных из пещеры Таиланда, быстро поправляется в больнице. В Австралии чествуют австралийских дайверов, принимавших участие в спасательной операции детей. Власти Таиланда опубликовали первое видео со спасенными подростками после их вызволения из пещеры. Мальчишки находятся на карантине в больнице и, по всей видимости, чувствуют себя хорошо, улыбаются и общаются. За 17 дней подземного заточения юные футболисты потеряли в среднем по 2 килограмма веса. При этом, по словам врачей, у них нет никаких признаков стресса. Родственники благодарят тренера. Как выяснилось, 25-летний мужчина 10 лет прожил в буддийском монастыре и научил своих подопечных медитативным техникам для экономии энергии. В больнице 12 подростков и их тренера продержат до 10 дней, а затем еще на месяц пропишут спокойный домашний режим. Тем временем военно-морской флот Таиланда на своей странице в Фейсбуке опубликовал новое видео спасательной операции. По кадрам можно оценить ее сложность. Дайверы перемещаются по узким затопленным тоннелям. А это уже Австралия. Здесь чувствуют австралийских водолазов, которые принимали участие в спасательной операции. Всего в миссии в Таиланде участвовало 7 ныряльщиков и еще 10 специалистов из Австралии. Они провели в пещере 75 часов и за это время переместили 20 тонн снаряжения. Просто невообразимо, на что способен человек. Необычные люди совершают необычные поступки. И когда есть общая цель, особенно когда нужно спасать людей, то все они приходят на помощь, отодвигая в сторону свое эго. Из 90 водолазов, участвующих в миссии, более половины были иностранцами. К некоторым за помощью обратились тайские власти, некоторые вызвались помочь сами. Пещерный комплекс Тхам Луанг растянулся на 10 километров. В нем несколько входов и выходов и множество лабиринтов. Многие иностранные специалисты хорошо знают эту пещеру и сыграли немалую роль. К примеру, обнаружить мальчиков после нескольких дней поисков удалось дайверам из Великобритании. Алтынбек Талантбеков, Адилет Муратов, Общественный, Первый канал. Билеты на Всемирные игры кочевников поступили в продажу всего пару дней назад и уже предлагают подделки. Об этом нашему каналу сообщили горожане. Сейчас билеты на ВИК можно купить в почтовых отделениях Кыргызпочтасы в городах Бишкек, Ош и Чолпан-Ата. Также через официальное приложение Всемирных игр кочевников. Приложение доступно на платформах Android и iOS. В Нью-Йорке организовали интерактивную выставку, которая напоминает прохожим об изменении климата. Благодаря очкам виртуальной реальности Манхэттен погружается под воду. Как бы выглядела Таймс-сквер, если бы изменение климата привело к повышению уровня Мирового океана на 8 метров? Ответ на этот вопрос можно получить здесь же, на Таймс-сквер. В центре Нью-Йорка начала работать интерактивная выставка. С помощью телефона или очков виртуальной реальности можно оказаться под водой. Мы не хотим заставить вас верить или не верить в изменение климата. Мы скорее хотим задать вопрос, как выплыть на поверхность. И это основной вклад, который мы хотим сделать. Скульптуру создал известный художник Мэл Чин. Ее размеры 7 на 10 и на 18 метров. В виртуальной реальности она выглядит как остов клипера 19 века или скелет морского животного. Прохожие могут увидеть, как над их головами проплывают лодки и разные обломки. Художник говорит, что главная цель выставки – заставить людей задуматься. Я бы хотел, чтобы люди уходили с мыслью, что я только что увидел, почему я об этом думаю, и что мне делать с тем, что я только что пережил. Выставка будет проходить на Таймс-сквер до 5 сентября. Диана Мамекова, Адилет Муратов, Общественный, Первый канал. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg. Оставайтесь вместе с нами.